Daripada bertempur dan meninggal sia-sia, sebanyak 267 prajurit marinir Batalion ke-503 ditugaskan ke Resimen Infanteri Angkatan Laut ke-36 Ukraina menyerah kepada angkatan bersenjata Rusia di Mariupol. Tentara Rusia dan Chechnya mengawal marinir Ukraina ini mendapat perlakuan layak. Video diunggahkan al Telegram Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov, Selasa hari ini. Ini adalah pilihan yang sangat tepat dan saya selalu sampaikan ke militer Ukraina untuk menyerah dan bersama dengan militer Rusia memulihkan ketertiban di negara itu demi kehidupan damai rakyat Ukraina yang telah lama menderita. 267 marinir mendengar panggilan ini. Keluarga mereka tidak perlu lagi mengkhawatirkan mereka. Mereka benar-benar aman. Saya menghimbau kepada mereka yang masih berpikir. Kami tidak melawan warga sipil. Kami hanya memerangi bandit, Nazi, Azov yang tidak akan membawa kebaikan bagi Rusia atau Ukraina. Demikian keterangan video @Kadyrov_95 dikutip Tribun Timur. И тех шайтанов, которые у нас в Чечне убивали также мирных людей, с 51 государства заслали к нам людей, обманули нашу молодежь, как вас. И у нас 2 войны из-за них было. Но благодаря первому президенту Ахмад Хаджи и Владимиру Владимировичу Путину, они нашли правильное решение, и мы уничтожили у себя такую же бандеру в лице ваххабитов. То есть у вас тоже происходит то же самое. За это все время, унижая, оскорбляя украинский народ, религиозный, православный, славянский, вас поссорив с Россией, к чему бы пришел бы украинский народ? Да ни к чему хорошему. Они хотят вашему народу только унижение, оскорбление и подлость в лице Байдена, в лице Европы, НАТО. Вот посмотрите, вы же слышали, вы же видели, сколько они государств уничтожили, правильно? Начиная от Афганистана, Сирии, Ливии, Ирака. Сколько их? Очередная ихняя задача — это уничтожить украинский народ и поссорить вас с вашими же братьями, славянами, с россиянами, со всеми нами. Вы делали правильное решение. Поэтому к вам будут относиться с уважением, как к пленным, которые, приняв правильное решение, сдались. Я уверен, что многие в Азовстале и в других местах примут такое же решение, потому что у них нет ни единого шанса остаться в живых. Потому что то, что они делали, как они издевались над своим же народом, это никто им не простит такого. В первую очередь, украинский народ им это не простит. Этот народ ваш народ. И вы должны выбрать своего президента, сделать свой выбор. Россия ничего не навязывает ни украинцам, ни украинскому народу. Единственное, чем мы не можем согласиться, во главе с президентом страны, с руководством и нашим лидером Рамзаном Ахматовичем, чтобы здесь распространялся бандеровщина, нацизм и вот эти вот шайтаны, ваххабиты, которые были у нас. Вы же видели по соцсетям, по всем этим, как они между собой общаются, как там Закаев, который сбежал, бросив своего тогдашнего, в кавычках, президента Масхадова, призывает договориться с Зеленским, чтобы они вместе здесь воевали. Мы их там уничтожили и здесь тоже уничтожаем. И после Украины дальше будем идти, где бы они ни были. Потому что под флагом ЛГБТ, трансгендеров, религиозный православный народ Украины никогда не смирится, как и народы всей России. Без разницы какой-то веры и национальности. У всех у нас есть своя религия, свои семейные ценности, свои культуры, обычаи и традиции. Правильно? Согласны? Да. Ахмад! Сила! Молодцы! Будьте всегда со своим народом, соблюдайте свою религию и культуру и обычаи своего народа и защищайте ее, а не бандеру и нациков. Их мы все равно уничтожим. Не будет на Украине во главе с Зеленским этой сволочи.
Всего вам самого хорошего. Вам, вашим близким, родным и всей Украине. Чтобы поскорее это все закончилось. И вы вместе с россиянами также по-братски жили, радовались. Всего самого наилучшего. Я вижу, здесь есть девушка, да? Нет. Как вы, как у вас? Хорошо. Самочувствие нормально все? Да, хорошо. Всего самого наилучшего.